Здравствуйте, в прямом эфире информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов. Председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгириев встретился в Эр-Рияде с генеральным директором крупнейшей инвестиционной компании «Саудовская инвестиционная компания» в области сельского хозяйства и животноводства Абдуллой Аль-Дубаихи. Переговоры были организованы руководством Госфонда Саудовской Аравии. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ряд взаимовыгодных инвестпроектов, реализация которых возможна в ближайшее время. В их числе развитие сельского хозяйства, включая животноводство, а также крупный проект в области растениеводства. Достигнута договоренность, что Абдулла Абдульбаихи в скором времени посетит наш регион с целью детального изучения проектов. Напомню, что Абубакар Эдельгириев возглавляет делегацию Чеченской Республики, которая находится в Королевстве Саудовской Аравии по поручению Рамзана Кадырова. Также в Эр-Рияде состоялись переговоры делегации Чеченской Республики с руководством одного из крупнейших госфондов Королевства Саудовской Аравии – Общий инвестиционный фонд. Участники встречи обсудили вопросы активного взаимодействия между нашим регионом и фондом как в рамках сотрудничества РФПИ, так и напрямую. В ходе переговоров с генеральным директором фонда Абдулрахманом Мафади достигнута договоренность создания совместной рабочей группы по изучению широкого спектра деятельности в сфере сельского хозяйства, промышленности и туризма. Стороны намерены встретиться в Чеченской Республике для обсуждения дальнейших планов сотрудничества. В обсуждении вопросов приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве Саудовской Аравии Олег Озеров, вице-премьер Чеченской Республики Хасан Хакимов, министры Абдулла Магомадов и Галас Таймасханов. В Грозном прошло заседание межведомственной комиссии по соблюдению земельного законодательства под председательством Магомеда Даудова. Обсудили промежуточные результаты работы по устранению нарушений в сфере землепользования. Это самовольно возведенные дома и коммерческие объекты, незаконно захваченные участки. Властям удалось значительно сократить количество незаконных построек. Однако данные мониторинга показали, что за последние 1,5 месяца зафиксировано более 1400 коммерческих объектов, возведенных с нарушениями законодательства. 1033 самовольного фундамент уже 82% дивана дали лучшие показатели достигли Гудеримесский, Ножевитовский и Щелковский районы. Учитывая, что по предварительным данным, представленными органами местного самоуправления Чеченской Республики, выявлено еще 1484 коммерческих объекта, по которым предстоит работа по приведению их документации в соответствии с законодательством, подготовить ходатайство на имя главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова о продлении срока реализации поручения от 17 октября 2016 года за номером 0133 до 15 января 2017 года. В Грозном состоялось и заседание Совета парламента. Депутаты обсудили 9 проектов республиканских законов. В частности, рассмотрели изменения сразу к 2 законопроектам о гражданской и муниципальной службе в Чеченской Республике, продолжительности отпусков. Отдельным законопроектом предлагается увеличить размер бюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования. Также на пленарном заседании рассмотрели изменения, что позволит обеспечить дополнительное финансирование высокотехнологичной медицинской помощи населению, а также мероприятий по организованию профобразования медицинских работников. А в Минфине прошло заседание бюджетной комиссии. Рассмотрели проектировки на 2017 год и плановый период с 2018 по 2019 годов. В собрании участвовали все главные распределители доходов по Чеченской Республике. По итогам заседания утвердили основные направления бюджетной и налоговой политики на указанные годы. Органы исполнительной власти Чеченской Республики будут проводить работу по обеспечению эффективности управления государственной собственностью Чеченской Республики и увеличению доходов от его использования. Все участники заседания получили те необходимые материалы, согласно которых будут приняты в дальнейшем решения, и эти решения будут внесены в протокол заседания данной комиссии. Все главные распорядители доходов сегодня участвовали на заседании, и обсуждались вот такие вот подходы к проекту бюджета на следующий год.
Сегодня пожарные боролись и с возгоранием, которое произошло в одном из торговых центров Грозного. Правда, в этом случае поводов беспокоиться не было, пострадавших нет, и все происходило по легенде. Сотрудники МЧС проводили очередные учения по ликвидации чрезвычайных происшествий. За происходящим наблюдала Тинатин Музашвили. Внимание подразделениям, высылайте хода на пожар по второму рангу. Как приняли? Проспект Кадырова, 40. Приняли, выезжаем. Вот так на службе пожаротушения передают тревожный звонок с центра управления. Дальше спасатели бросают все силы на ликвидацию чрезвычайной ситуации. На этот раз опасности подвергся торгово-развлекательный центр Гранд Парк. Но это всего лишь учебная тренировка. По легенде, из-за нарушений пожарной безопасности загорелся магазин на втором этаже. Огонь и дым заблокировал выходы из здания. Спасатели пытаются эвакуировать людей, используя запасные выходы. Пострадавших отвозят кареты скорой медицинской помощи. В сегодняшних учениях, кроме служб пожарной безопасности, принимают участие сотрудники Центра медицины катастроф, Министерства внутренних дел и специалисты жилищно-коммунальной сферы. Всего около 60 человек и 15 единиц специальной техники. В рамках года пожарной охраны в целях взаимодействия экстренных служб города Грозного в случае пожара на объекте массового пребывания людей в рамках учения было проведена тренировка по эвакуации людей. Ответственные лица справились с поставленной задачей. Помимо сотрудников МЧС, на места чрезвычайных ситуаций выезжают и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Эти ребята прошли спецкурс обучения. Каждый из них имеет навыки и право оказывать скорую медицинскую помощь. Участники добровольного отряда бок о бок со старшими товарищами помогают в ликвидации последствий катастроф. И речь идет не только об учениях, но и реальных случаях. В корпусе спасателей я со дня открытия, то есть со дня создания ВСКС в Чеченской Республике. Это уже 3-й год. Прежде всего, спасательное дело – это спасение людей. Если мы будем спасать чью-то жизнь, то мы свою проживаем не напрасно. Бывает, что спасаем даже животных. Пожар удалось ликвидировать за считанные минуты. Сотрудники экстренных служб справились со всеми поставленными задачами. В результате возгорания никто не пострадал. Тинатин Музашвили, Хаважи Мунаев, Ислам Расуев. Новости. Проблемы алкоголизма и пути его искоренения обсудили в Грозном. За круглым столом собрались представители духовенства, госавтоинспекции, наркоконтроля и Минздрава. Кади Грозного и советник главы региона Магомед Хитанаев отметил пагубность употребления спиртных напитков, так как это идет вразрез с религией ислама, и подобное деяние это является греховным. إذا شيطان بلخخ بوخ بوشليز بوخ تون جين خلش ديق الخلدوشو. По статистике, каждый год от болезней, вызванных алкоголем, в стране погибает до 75 тысяч человек. К тому же только в республике с начала года произошло более 350 дорожно-транспортных происшествий. Часть из них совершена по причине нетрезвого вождения. Со смертельным пристрастием должны бороться не только власти, общество тоже не должно оставаться в стороне от проблемы, говорят участники-специалисты. В Грозном открылась первая многопрофильная выставка пищевой и обрабатывающей промышленности, розничной торговли и общественного питания. Мероприятие проходит в столице, в торгово-развлекательном комплексе Грозный-Сити, и продолжится включительно до 30 ноября. В выставке принимают участие производители со всей страны. Хава Эдиева продолжит тему. Первая выставка продуктов питания, пищевого производства и торговли «Продинтер-2016» собрала представителей пищевой индустрии не только из Чеченской Республики, но и других регионов России. Открывая выставку, с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель министра экономического территориального развития и торговли Чечни Иса Бисаев. У нас в республике около 60-65% потребляемой продукции завозная. Так что емкость внутреннего рынка республики для продовольственных товаров, для их производства очень большая. Хочу сразу сориентировать наших участников на возможную локализацию производства. У нас здесь в республике будут предоставлены соответствующие налоговые преференции, будет оказана административная и финансовая поддержка. Так что, пожалуйста, осваивайте этот рынок, занимайте ниши, которые сегодня свободны.
В ходе экспозиции участники обмениваются опытом, знакомят гостей с ассортиментом производства и продвигают новые разработки. Такая форма презентации товара наиболее эффективно, уверены организаторы. Кроме того, это уникальная возможность для производителей выйти на чеченский рынок без посредников. Участие в выставке дает многое. Без выставок никак нельзя предпринимателям. Здесь заключаются новые договора, здесь находятся новые партнеры, здесь появляются новые возможности для реализации совместных проектов. Свою продукцию представили более 30 компаний из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Москвы и Санкт-Петербурга. Одна из них – группа компаний «Ленд». Ее основным направлением является комплексное оснащение торговых и промышленных объектов под ключ. Также она является официальным дилером итальянского концерна «Арнек», всемирно известного производителя торгового оборудования. Мы привезли с собой огромную информацию по энергосберегающим технологиям. На сегодняшний день энергосбережение является довольно-таки важным фактором, и поэтому очень важно показать нашим коллегам, какие энергосберегающие технологии бывают. Мы очень надеемся на то, что Чеченская Республика нас примет. На сегодняшний день мы уже построили определенное количество объектов в Чеченской Республике в том числе. Мы очень надеемся на то, что мы сможем показать мир Чечне, а Чечню миру. Немало на выставке представителей чеченского бизнеса. Мы представили на рассмотрение около 40 наименований продукции. Хлеб, хлебобулочные изделия, мучные и кондитерские изделия. Они изготовлены в основном из местного сырья. Это мука, кукурузная мука, яйцо, повидло, ну и так далее. Наша продукция пользуется спросом республики. Она представлена в крупных торговых сетях. В рамках выставки была представлена экспозиция халяльной продукции. Посетители выставки могут не просто ознакомиться с последними тенденциями во всех сферах пищевой индустрии, но и приобрести продукцию по ценам производителей. Пришли с сыном, очень пока здесь нравится, но все мы еще не осмотрели. Мед прекрасный, вот ставропольский мед мне понравился. Сейчас куплю, наверное, баночку. И вот Ceylon Corporation, чай зеленый чай с жасмином, просто прелесть. Вот то, что мы попробовали, очень вкусно. Куплю то, что понравится. Ну и, конечно, всем расскажу. Может быть, завтра успеют еще люди подойти и купить вкусные, качественные продукты. Данная площадка предоставляет уникальную возможность предпринимателям установить полезные контакты с дистрибьюторами продуктов питания, обменяться опытом, а также договориться о создании совместных производственных предприятий для дальнейшего сотрудничества. Хавая Зива, Булат Баканаев и Зейлев Закаев. Новости. Сегодня мусульмане отмечают начало месяца Рабиуль-Аваль, месяц, в котором родился лучший из людей, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. По этому поводу в центральной мечети Грозного сердца Чечни собрались богословы и мюриды со всей республики. Они отметили, что в благословенный месяц Рабиуль-Аваль мусульмане имеют возможность вспомнить нашего любимого пророка Мухаммада, мир ему и благословения, прочитать мавлиды, нашиды, повествующие о его жизни и прекрасных качествах. Также призвали собравшихся всех проявить усердие в богослужении и извлечь максимум пользы в этом месяце в духовном плане. دق نعمت الله إلش دنيا جوالي ترس إلش وإي ترس إلش وإي أمة داوين خالرس قبلش بالش باي همارين إلشني إلشيوين قيم دينا داوين شفاعة داوينا وإي تنورشول إلشي وإي أمة داخل وإي ترى وين بو آدم باي همار عليه السلام وإي إلش النور بق أحدل شيء يلس منشور واقر بحمدل شيء إيرسكندينا أرواحنايز إيرسكندينا يلس منشور أرواحنا والشنيع إيرسكند دزدنا ويدالا هند ألشي ويلش النور آدم بيامر بق أخيل ديل يلش النور دنيا شادقن ديل دوشتول ده ويدال دزدنا خيلشي يلش دنيا شيا دي عتي دنيا جوال دوشتول ده وبتن شخيلش إمور دزدير داتر أخ وزخل والشولش دالا يلش خيستور حيخور إيويتر تون سنة إعدازر تون قان دوغدولش قيم دين تون شفاعتك الخلار ويزخل والشولش دال لويل وين.
Прямая беседа с управляющим отделением Пенсионного фонда по Чеченской Республике. Завтра в эфир телеканала «Грозный» выйдет 7-я программа нового проекта «Особый разговор». Трансляция начнется в 20:00. Свои вопросы вы можете уже сейчас присылать через приложение WhatsApp или на электронную почту. Также у вас есть возможность задать свой вопрос в прямом эфире по номеру 8 87 12 22 65 87. Проект призван наладить связь между обществом и органами исполнительной власти, обсудить любую конфликтную тему и прийти к ее решению. Напоминаем, что просьбы личного характера рассматриваться не будут. Основным вопросом, с которыми люди обращаются, это установление и выплаты пенсии, реализация материнского семейного капитала, способы распоряжения материнского семейного капитала, ну и другие вопросы. Эти или другие вопросы, я думаю, станут основными вопросами на нашем передаче. Так или иначе, мы подробно проинформируем всех наших телезрителей о всей деятельности Пенсионного фонда нашей республики. В стране прошел общероссийский день приема граждан. Его приурочили к юбилею «Единой России». Грозненцев выслушал глава города Заур Хизриев. На встрече также присутствовали представители «Единой России», мэрии столицы, префекты городских районов. С обращением к главе города обратилось порядка 20 человек. В основном вопросы касались улучшения жилищных условий, трудоустройства, регистрации прав собственности, а также вопросы, касающиеся задолженности за ЖКУ. Подытоживая встречу, Заур Хизриев отметил, что все проблемы, озвученные в рамках приема избирателей, будут рассмотрены и решены по мере возможности. В республике продолжаются рейды по взысканию задолженностей за ЖКУ. Сотрудники электросети совместно с представителями местной администрации навестили должников поселка Чириюрт Шалинского района. Только за один день они обошли около 50 адресов злостных неплательщиков. На месте для удобства абонентов были задействованы портативные кассовые аппараты, благодаря чему жители смогли погасить долг прямо на месте. В ЧГУ впервые прошла внутривузовская олимпиада по терапии. В финальном этапе приняли участие 5 команд, в каждой из которых были по 5 студентов. Ребята выполняли как теоретические, так и практические задания. Слово Алхазуру Керимову. Установить диагноз, патогенез заболевания и наиболее часто поражаемые органы лечения. Несмотря на отсутствие опыта, установить диагноз и назначить правильное лечение они могут не хуже многих врачей. В качестве пациентов обычные студенты, у всех различные симптомы. Важно не упустить ни одну деталь. Любая ошибка может стать роковой как в конкурсе, так и в дальнейшем в их профессиональной деятельности. Не видите, он бледный, но помогите же ему. Подождите. Внутривузовская олимпиада по терапии в Чеченском государственном университете проходит впервые. Инициатива студенческого научного общества «Консилиум», которое состоит из учащихся старших групп медицинского института. Цель олимпиады – мотивация студентов, профессия которых не дает права на ошибку. Очень много заболеваний характерно, например, для определенных систем заболеваний. Для легких там очень большое количество заболеваний с одинаковыми симптомами, с одинаковым проявлением. И если врач знает все заболевания, он на основе своего клинического мышления, он при правильном собирании анамнеза, он должен сопоставить его жалобы, что он рассказал, его лабораторные данные. Это очень важно. Получение новых знаний, практических навыков по терапии. В финальном этапе олимпиады участвует 5 команд, по 5 человек. Студенты выполняют и теоретические, и практические задания. Всего 3 конкурса. В одном отвечают на вопросы в электронном виде, а в остальных студентам необходимо поставить правильный диагноз на основании симптомов и лабораторных данных. Олимпиада была весьма полезная, так как мы, можно сказать, подготовили, повторили все важнейшие навыки. Так практически и теорию свою подогнали, и большой объем знаний унесли вот из этой аудитории, так можно сказать. Была очень полезная олимпиада с целью обогащения наших знаний. Знания участников оценивает преподавательский состав, профессора и доктора медицинских наук. В качестве гостей руководство вуза. Все они отмечают высокий уровень организации олимпиады. В отношении формата и вообще самой техники проведения этой олимпиады, конечно, это, еще раз говорю, меня очень сильно удивило и очень сильно обрадовало. Вопросы, которые задаются, и ответы на них, это все делается через современные гаджеты. Я теперь понял, кто меня будет лечить в старости. И я очень горжусь тем, что эти вот ребята есть, и что они очень хорошо работают, хорошо учатся.
Студенческая олимпиада «Консилиум» проходила в несколько этапов. Из 70 участников в финал прошли самые сильные. Знания учащихся оценивались как в командном, так и в личном зачетах. По итогам финального конкурса победителей и призеров олимпиады наградили грамотами и призами. Алхазур Керимов, Дени Хавкаров. Новости. В Грозном прошло награждение участников первенства Чеченской Республики по футболу. Всего в соревнованиях приняли участие 70 футбольных команд детско-юношеских спортивных школ. В общем, 1500 детей. Лауреатов призовых мест наградили кубками, медалями и почетными грамотами. Хорошая новость для любителей спорта. В Грозном открылся еще один боксерский зал. В секции смогут заниматься до 30 юных спортсменов в 3 смены. Минспорт Чечни создал все необходимые условия для любителей этого вида спорта. Здесь есть и боксерские груши, маты и штанги. Кроме того, в зале установлен ринг. Набор в спортивный кружок уже открыт. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До свидания.